Всем привет, и с вами я, Ольга, и мой канал о вязании «Вяжи мама». Сегодня у нас будет такое необычное видео. Необычное в том плане, что я буду к вам лицом. Сразу говорю спасибо всем, кто на меня подписался, кто смотрит это видео, кто пишет мне комментарии, ставит лайки и дизлайки. Ну, они тоже нужны. Главное, расписывать, почему они ставятся, а не просто так, потому что моей левой пятке захотелось. Так что вам большое спасибо, что вы еще меня смотрите, подписывайтесь на меня. И в этом видео я расскажу вам о еще подарочках, которые мне вот пришли. Сегодня пришел подарочек мне от сестры к Новому году. Ну, Новый год, конечно, у нас уже прошел, но иногда получается получать подарочки с задержкой. И о том, как продвигаются мои работы. Здесь вы, конечно, видите кучу всего, и я буду рассказывать, что здесь такое. У меня уже есть 3 готовые работы в этом месяце, и одна работа на 95% готова, и есть распущенное платье. Итак, давайте начнем по порядку. Наверное, о некоторых своих работах я расскажу вам, показывая, а что-то, наверное, покажу на столе. Ну, не знаю, как пойдет. Будем смотреть в процессе. Итак, как видео, надеюсь, будет такое не самое маленькое. Так что вы можете приготовить чай, кофе, плюшки, вязание или подушку с одеялом, кому что надо. Может, кто-то под меня засыпает. Не знаю, у каждого свои индивидуальные особенности и пристрастия. Так что я буду сейчас вам рассказывать, как я раньше говорила в одном из своих видео прошлых. Вот ссылку на него я оставлю, это где выходит, наверное, вот здесь, да? Там будет видео о моих планах на январь-февраль. Я говорила, что январь-февраль у меня будет посвящен догонянию 2019 года. То есть то, что я хотела связать в 2019 году, я не успела связать, я буду довязывать в этом январе-феврале 2000-го, а чтобы сильно не заморочиться, буду разбавлять какими-то мелкими процессами. Ну и вот один мелкий процесс у меня связался буквально за вечер. Вот это берет из пряжи Drops, мороженое есть такое, Drops Eskimo. Здесь моточки по 50 грамм и там 100 метров. Берет я вязала по мастер-классу девушки из Испании, Катерины. Канал называется у нее «Фюги в петлях». Связала за один вечер. Набирала 76 петель. Ссылку, кстати, на нее я оставлю там внизу под видео. Набирала 76 петель. И вот такая форма у меня из-за того, что меняла спицы на разного номера. Нигде никаких прибавок не делала, только убавки делала, когда закрывала. Пряжа, сейчас покажу этикетку. Вот такая вот пряжа. Вот, видите, вот такая вот пряжа. Я купила 2 моточка, и вот они у меня все пошли. Там, может, метр какой остался от второго моточка, не больше. Здесь 50 грамм, 50 метров. Цвет 86. Это 100% шерсть. Но, знаете, вот у меня один моточек был нормальный, а второй моточек у меня был бракованный. Потому что вот в этих 50 метрах у меня было один разрыв нити. И приделала вот такой вот помпончик. Это у меня пошли остатки Alize Lana Gold 800. У меня было 15 грамм. Помпон делала на помпоннице, которую я еще год назад заказала из Китая. Но испытать ее у меня никак не получалось. Залезла в интернет, посмотрела видео, как на ней делать, потому что по инструкции, честно, не очень поняла. Но после видео я по инструкции уже все поняла. Да, помпончик не совсем ровный, потому что, если честно, немножко криворукая. Я боюсь, что если как резану, то вырежу где-нибудь бок. И поэтому я его периодически так распушаю. И, знаете, где-то какие-то все равно вылазят.
такие длинноватые, и я тогда хожу потихонечку их подстригаю. Прикрепила вот нитку, я еще не отрезала, думаю, может ее до конца спрятать, и она приваляется. Сделала на нитяном креплении, чтобы можно было отсоединить, если кто-то, надо будет когда стирать. Сейчас я его попробую померить. Не знаю, правда, как он мне будет. Я его вязала не потому, что он мне очень-очень-очень нужен. Просто мне захотелось. Вот так вот на мне смотрится этот берет. Сейчас, когда сниму, не знаю, что будет на голове. Надеюсь, вам там все видно. Просто мне понравилась модель, и я просто ее захотела связать. Ко мне скоро приедет сестра. Может, ей понравится, я ей подарю. Это будет подарок, просто подарок. На день рождения уже... Ой, на Новый год есть подарок. Он очень для меня жаркий. Я вот его одевала и выходила на улицу. Может, и мне было, очень жарко. Вообще, если честно, я хожу без шапок обычно, и поэтому как-то стопроцентная шерсть для меня была мега-мега жарко. Еще раз повторяю слово жарко. У меня сейчас это слово паразит будет в этих 5 минутах видео. Но вообще так вяжется очень быстро. Как я говорила, что за вечер связать вот такой вот берет просто очень легко. И вяжется, девушка тоже хорошо объясняет. Мне очень понравилось вязать по ее мастер-классу. И знаете, вот я решила, что буду продолжать традицию. Записывать, что я в каком месяце связала и сколько изделий весила. И вот, да, я знаю, что я еще не сняла видео о своих готовых работах не только за прошлый год, но и за последние месяцы прошлого года. Надеюсь, что вдохновение все-таки меня посетит как-нибудь в ближайшие недели, хотя бы до конца месяца, и я это сделаю. Так вот, в этом месяце я решила, не в этом месяце, в этом году вообще я решила записывать не только граммы, но я решила записывать еще и метры, сколько я извязала метров. Потому что, сами понимаете, 100 грамм это может быть и 200 метров, и может быть 600 метров. Просто интересно, какое расстояние пряжи я извязываю за год. Так, вот это мое изделие номер 1. Видите, он такой интересный, не совсем он такой оранжевый. Тут, видите, даже разные вот крапушки. Вот тут вот, видите, зеленая крапушка. И вот поэтому я решила именно, зеленые нитки на помпон. Это было одно из именно решений, что вот именно зеленые, именно они перекликаются. Эти зеленые, которые вот цвет крапушки здесь. Но я хочу сказать, в магазине на сайте цвет немножко ярче, чем он в жизни. Итак, это мое первое готовое изделие. Берет. Так, отложиваем в сторону. Второе мое готовое изделие это... Так, вот эти кончики последние я еще не обрезала. Свитер сестре, многострадальный свитер. Он уже почти высохший. Что-то тут не так. Почти высох. Я его постирала. Поставила на быструю стирку. Я, как говорю, эти нитки не обращайте, я их еще обрежу. На быструю стирку на 15 минут, но выставила 600 оборотов. Отжим 600 оборотов. И знаете, он был, очень влажный. Просто с него вода лилась и очень долго поэтому сох. Вот такой свитер. Вязала его регланом снизу. Даже вот регланные, говорю, эти подрезы, они расправились после того, как он постирался. Они стали немножко лучше. Так, подождите, что-то мне тут на рукаве не нравится. Что-то такое. Ясно. Это я нитку так прятала. Надо переделать немножко будет. Не могу понять, что такое. Как будто затяжка была. Ясно. Где-то перетянула. Хвостик торчит. Короче, надо будет убрать ее. Так, вот такой вот свитер. Так, нитку эту я спрячу. Это хвостики. Он еще немножко влажный. И, я его сейчас положу досушиваться. Надо, кстати, будет взвесить, сколько он грамм. Вязала я из вот таких вот ниток. Газал Baby Cotton XL. Это полухлопок. Здесь в 50 граммах 105 метров.
И состав 50% акрила, 50 хлопка. Вязала на спицах 4,5. Сейчас пойду взвешу и скажу вам, сколько он весит, потому что, если честно, мне самой интересно, сколько весит. Я не думаю, он вот буквально просто такой вот, когда ощущение, вот когда он как бы сухой, вот трогаешь, но еще не совсем то, что вот ты хочешь. Ну, сухость, такое чувство, вот как, знаете, мокрыми руками потрогал. Вот мой этот японский узор. И пойду взвешу. Думаю, там каких-нибудь 5 грамм, если оно будет показывать лишнее, сильно большой погоды не сделает в весе этого. Весы показали, что свитер весит 471 грамм. И, ну да, хороший расход. Кстати, вот эту вот часть, вот там, где вырез горловины, я перевязывала. Я же в прошлом видео показывала, что я уже связала вырез горловины. Но я его на себя померила. И, если честно, мне не понравился вырез горловины. И я перевязала. Мне, знаете, не понравилось. Я тогда первый раз вязала, продолжая узор с обеих сторон. Вот здесь вот, сейчас. Вот видите, вот здесь я сейчас делала лицевую гладь, а тогда я делала продолжение узора. И было очень большое смещение. Не то, что смещение, оно было большая разница. Вот рисунок получился почему-то несимметричный, не знаю почему. Но вышло так, что он у меня вышел здесь несимметричные. Вот эти дырочки были. И я так посмотрела, мне не понравилось. Короче, я распустила и потом, ну, конечно, пока набрала все петли, вечер один потратила чисто на перевязывание выреза горловины и набирание вот этих петель для горловины. Но сейчас, знаете, мне нравится. Закрывала я резинку 2 на 2 обычным способом. Без всяких накидов дополнительных, там, петель. Я просто смотрела несколько видео, пыталась, ну, разными способами закрыть, и мне не понравилось. И решила закрыть именно просто самым обычным способом. И мне, вот, если честно, сейчас вот именно нравится. Ну, нравится, как оно закрыто. Так, еще раз покажу вам свитер. Вот такой вот свитер. С японским узором. На этот свитер меня вдохновил свитер, который вязала в августе, по-моему, Настя Рынашка. Она тоже вязала из Газал Бэби Катон, но только она вязала из обычного. Ну, просто мне было лень вязать обычным, потому что нитка тоньше и дольше. А я очень люблю спицы, но вот такое у меня изделие номер 2. Так, еще у меня есть изделие номер 3. Это вот такая вот салфетка. Да, даже не знаю, как вам так ее показать. Я, наверное, вставлю фотографии, сфотографирую все свои изделия и видео вставлю их. Салфетку я вязала по схеме, взятой из Инстаграма, из пряжи. Так, где-то у меня была пряжа. Не пряжа, а бумажка от пряжи. Это пехотка ажурная. Цвет называется красный мак. Вот такая вот этикеточка. Вот. Извиняюсь, конечно, что этикетка в таком виде. Просто я люблю этикетку снять и запихнуть ее внутрь клубочка. Так, цвет красный мак. И здесь 280 метров в 50 граммах. 100% мерцеризованный хлопок. Пошло у меня на эту салфетку 85 грамм. Я ее только немножко отпарила, еще не стирала, потому что закончила буквально позавчера. Это был мой процесс для работы, 2 бед. И так как я закончила вот эту салфетку, помните, я вязала летом платье, не летом, весной, зимой даже прошлой, вязала платье янтарное по мастер-классу Ольги Захарченко. Так, сейчас ниточки покажу.
Вот такие вот ниточки. У меня осталось почти 3 моточка таких целых. И я долго думала, что можно связать из 3 моточков. Думала, 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 думала. И ничего не придумала, как связать какую-нибудь новую салфетку, но диаметром побольше, чем вот это. Такую а-ля мини-скатерть. И взяла на работу в пятницу, в обед начала вязать новую салфетку. Ну, это у меня такой будет процесс для обеда на работе. Ну, он будет долгоиграющим, я думаю, что весь январь и февраль, я думаю, буду вязать, потому что там 40 с копейками рядов в салфетке, а у меня еще много таких не мелких изделий, которые мне надо закончить за эти месяцы. 1,5 месяца осталось. И, конечно же, я вяжу игрушки, они у меня тоже для развлечения между большими проектами. И вот я практически уже связала вот такую вот овечку по мастер-классу. Я напишу имя девочки и оставлю внизу ссылку на мастер-класс в ютубе, по которому я вяжу эту овечку. Мне осталось только вышить мордочку, вот тут вот так, и пришить ей хвостик. Хвостик у меня связан, где-то тут лежит на столе, а может хвостик не буду пришивать, не знаю еще. Там у автора овечка, в оригинале у нее в шее вставлены шплинт, по-моему, это называется, когда вот такие две пластмасски соединяются, по-моему, шплинт, и она крутится. Я же пришивала. Эту овечку я вязала в подарок, вязала из 2 видов пряжи, шум какой-то у меня непонятный за окном. 2 видов пряжи, вот это вот у меня Alize Cotton Gold Hobby, цвет, не помню. Этикеточку я не взяла, а вот это, само тело, плюшка, это у меня вот такая вот Катопу Юмузчак. Это плюшевая пряжа. Так, 100 грамм, 95 метров, 100% полиэстер. Девочки, знаете, я вот из такой пряжи вязала первый раз. Но мне так понравилось. Что я еще бы навязала игрушек вот именно из такой пряжи. Она такая нежная, она такая мягкая. У меня было 65 грамм такой пряжи. Это не целый моток, мне его отдали. И у меня осталось вот столько пряжи. Я еще его не взвешивала. Надо взвесить, и хочу посмотреть у Маруси Прокопенко, у нее тоже есть овечка, но она, по-моему, немножко поменьше, чем вот это, и ну, может там написано, сколько у нее пошло именно плюшевой пряжи. Потому если мне хватит, то я свяжу, наверное, еще маленькую овечку какую-нибудь, хотя чисто теоретически я же сама могу придумать маленькую овечку, да. Не знаю, честно, не взвешивала. Просто интересно. Или ежика связать какого-нибудь. Короче, что-нибудь я вот из этого маленького клубочка свяжу. Мне, говорю, очень понравилось вязать. Она вяжется очень быстро, на одном дыхании. Я ее связала, можно сказать, за 2 вечера. Как за 2 вечера? Я сначала сглупила, связала туловище, голову отдельно, потом начала вязать вязала ручки, ножки в поезде, когда ехала ребенка с каникул забирать. И тут до меня доходит, и в мастер-классе, в принципе, это тоже было, что можно вязать было, чтобы не пришивать. Думаю, ладно, попробую пришивать. Хочу сказать, что распускать эту пряжу, это еще то удовольствие. Распускать мне ее совсем не понравилось. Туговато распускается. А может, просто я потому что на крючком вязала. Вот, что там написано. Тут написано спицы 6-7. А, крючок 6. Вот видите, крючок 6, да? А я вязала крючком 2,5. Не знаю, что меня так переклинило вязать крючком 2,5, но мне было удобно вязать. А вот распускать было не очень удобно.
И, короче, вот я решила распустить и вязать. Знаете, мне понравилось связывать. И, возможно, это тот способ, который я возьму на будущее, именно как прикрепление ручек и ножек игрушкам. Ну, потому что пришивать как бы я не очень люблю. Ну, мне не нравится пришивать. А вязывать то мне понравилось. И ушки, кстати, вот ушки я тоже вязала. Я распустила голову и вязала ушки. Вот такая вот овечка. Сегодня я ее закончу. И будет у меня еще одна готовая работа. Здесь вы видите медведя моего. Медведю я пришила уши. Вот хвостики только я еще не попрятала, не поотрезала. И начала пришивать, вот руки верхние пришила, начала пришивать ноги. И, ну, нитка осталась, вот, да. Я думаю, вот проделаю нитяное крепление, пока всей нитки не хватит. И как бы сегодня хочу тоже ему вышить носик. Но с этим носиком я сглупила. Вот у меня там вот на подоконнике, даже не хочу показывать. Я надеюсь, что я в ближайшее время закажу себе стеллаж, куда перемещу все свои пряжу, книжки, всякие мелочи для рукоделия в одно место. Оно будет лежать у меня все в одном месте. Куплю коробочек красивых каких-нибудь, контейнеров. Ну, мне просто уже я буду видеть, сколько чего и мне надо, куда будет поставить. И все это разложу. Потому что только вот я пришила этот нос, спрятала нитки, полезла в какую-то из своих коробок, и я нашла, что у меня есть носики, которые на безопасном креплении, чтобы туда вставлять, но уже поздно. Конечно, чисто теоретически можно попытаться найти, но, как я понимаю умом, проще вышить, это будет займет меньше времени, чем вот это вот все распаривать, по-новому пришивать. Наверное, будет проще вышить. Пыталась я ему связать одежку, но что-то у меня не получилось. Набрала петель, вот как там написано было в мастер-классе, как-то очень широко получается, и, наверное, поэтому я вот немножко сейчас разгребусь со всем остальным и одену его все-таки. Ну, ждет он одежки, мерзнет. Надо до конца месяца связать ему одежку. Тем более пряжа у меня лежит, вот это вот синие две нитки. Не помню, что за пряжа, хлопок какой-то. А наверх отделки я хочу шубки, у меня как раз лежит синий софти, как раз будет в тему. Вот. Так что в медведе изменилось только что, руки, ноги ему пришилось. Видите, тут даже вот еще все иголки, они все торчат. Еще я не прятала хвостики. И у меня в месяце этом произошла трагедия. Я, как уже говорила раньше, что в прошлом видео, что я буду распускать свое платье, нижнюю юбку, потому что я неправильно рассчитала. Я распустила, сложила вот юбку и моточки в отдельную коробку. Вот у меня моточки. Их еще было два моточка. Вот, ну, вот такой, один вот такой. И один был немножко поменьше. Так. Узелок какой-то. Но их я уже извязала. Сейчас покажу, что получается. Ой. Вот у меня получается. Как раз получается то, что я и хотела изначально. Вот такое расширение. Ну, чуть-чуть расширение. Она прямая, просто тут несколько прибавок добавлено. Еще ничего не отпаривала. Нижняя юбка должна быть немножко длиннее, чем верхняя. И я поэтому думаю, что вот сколько у меня связано. Ну, по высоте. Ну, когда я отпарю вот эту нижнюю юбку, она, конечно, немножечко подтянется, но, грубо говоря, я провязала только половину длины. И хочу связать такую же сейчас длину нижней юбки, как сейчас длина верхней юбки. Видите, вот немножко она, там были что прибавочки, немножко шире. Связать
на такую же длину нижнюю юбку и отпарить. И тогда уже после этого пришивать юбку кверху. Что-то я, кстати, померила, и как-то я поправилась, наверное, от всех этих праздников новогодних. Расстроилась. И вот сейчас покажу, сколько я связала со вчерашнего вечера и до сегодня. Вот я вешаю маркер, повесила маркер, вот это мне пришел в обмене подарков. Вот такой замечательный маркер Coca-Cola. Он так позвякивает. Ну, мне нравится этот маркер. И решила посмотреть, сколько я за выходные извяжу. Вот я еще могу сегодня повязать. Надеюсь, что я сегодня повяжу вечером, включу какой-нибудь, найду сериал и повяжу так, хорошо повяжу, потому что вчера что-то вот в 12, ну, к 12:30 я уже легла спать. Что-то я смотрела телевизор, потом в интернете залезла фильмы смотреть, что-то меня ничего не вдохновило, я решила, что пойду я лучше спать, может завтра получится. И буду сейчас вот искать, наверное, себе найду какой-нибудь сериал, посмотреть, чтобы ночь удалась с вязанием, потому что завтра днем у меня не получится вязать, потому что я после обеда уезжаю. Мы с девочками решили нашим вязальным клубом отметить крещение, но с вязанием. Мы все будем брать вязание, я буду брать свою вязать шляпу из рафии. У меня 3 моточка. Я уже сделала кучу распечаток. Вот, кстати, мне надо посмотреть одно видео. Видео. Да, видео у меня там смотреть позже в плейлисте добавлено в Инстаграм, говорю, в Ютубе. Удобно, кстати, очень. Что-нибудь интересное увидишь, но нет времени посмотреть, добавляешь, потом просматриваешь. Главное не забыть, что ты себе это добавил. И вот буду смотреть, короче, это видео и делать что-то по дому. Мне осталось приготовить ужин. Ну как, он уже готовится. Осталось его там подождать, пока он приготовится, и потом выключить. И все. Так вот, завтра в обед я уезжаю праздновать крещение с вязанием. И потом вечером приеду, все уже надо будет готовиться к понедельнику. Потому что в понедельник на работу. У меня незначительные эти продвижения. Вот сейчас вяжу вот эту юбку и так вот себя, если честно, корю. Конкретно, что вот думаю, я бы вот уже заканчивала это платье вязать, если бы не моя глупость. Пока вот эти моточки я не свяжу, никаких новых мотков я начинать не буду, потому что у меня там остался один целый еще моток и начатый вот шнур сюда. И вот я хочу сейчас закончить с юбкой по максимуму и начать вот эти длинные крылышки вязать. Ну вот буду извязывать именно вот эту пряжу, что у меня сейчас здесь. Ну, я думаю, должно хватить мне на это. Еще главное, чтобы не остались эти моточки, это будет обидно. Тот моток, который целый, не буду начинать. Когда вот я закончу со всеми вот этими крылышками, я займусь вязанием вот этих шнуров, которые соединяются с бисером и которые потом пришиваются. Вот то будет самое, конечно, геморное занятие. Но я все-таки еще, вот у нас осталось 2 недели до конца месяца, все-таки у меня еще пока надежда есть, что я буду уделять максимум внимания именно конкретному этому платью, и, возможно, у меня все получится все-таки довязать его хоть до конца января, потому что уже перед собой даже стыдно, что я его так долго вяжу. Так, вот это все были мои продвижения. Смотрите, какой красивый цвет. Глубокий синий такой. Вот под мои глаза. Давайте вот посмотрим. Мне идет, да, такой цвет? Глаза становятся более синими. Или мне так только кажется? Скажите мне, пожалуйста. Так, это были мои продвижения. А еще я говорила, что мне пришел подарочек от сестры. Подарочек, конечно, должен был прийти еще до Нового года, но там девушки, которая отправляла, ну, подарочек, соответственно, я сама себе выбирала, что-то не получалось, потом у нее какие-то были домашние проблемы, она писала, что там у нее что-то в семье случилось,
И, ну, если я не могу уже ждать, я могу отказаться от своего заказа. Но я еще тогда ничего не оплачивала, я ей написала, что не волнуйтесь, я подожду столько, сколько оно надо будет, потому что все мы люди, у всех может случиться, ну, всякие жизненные непредвиденные обстоятельства. Переходя дорогу, мы не уверены, что мы дойдем до конца дороги, потому что находятся всякие нехорошие люди, которые водить не умеют, купили права за кабана. Но это я так образно говорю. К тому, что, выходя утром из дома, нету стопроцентной гарантии, что мы туда вечером вернемся. Мы, конечно, надеемся, но мы все люди. Так вот, о чем я. Это было какое-то лирическое отступление. Мне пришел подарочек от сестры. Вот такие вот локаторы для варежек. Помните, я в одном из видео говорила, что я хочу себе связать варежки. Вот такие вот блокаторы. Это были самые маленькие блокаторы. Ссылку на девушку я оставлю. Давайте вот так вот. И 2 пары блокаторов для носков. Вот, одни 34-35. Это для меня, для моих носков. И 40-41. Это для моего сына. Да, если так сравнивать, то вообще кажется, что вот его такие просто... Ой, сейчас. Вот так сделаем. Просто они огромные. Ну классно, мне так нравится. Вот. Такие 2 пары блокаторов. Так, открыточки. Во всем, что я вяжу, любовь. Я не вскрывала их еще, честно. Потому что любовалась блокаторами. И еще в подарок мне пришли вот такие бусинки. Сейчас достану бусинки в таком красивом пакетике. Вообще люблю такие разные пакетики. Вот, мне такие красивые бусинки пришли. Из них можно наделать кучу маркеров. Только я не умею делать маркеры. Надо заказать, наверное, на Алиэкспресс кучу всяких вот этих, которые крепления для маркеров. И попытаться что-то сделать. Вот такие вот красивые бусинки. Ну, у меня уже очень много разных бусинок. Так что можно уже начинать что-то придумывать. Да, такой красивый пакетик. Все это я ложу туда пока. Ну вот, наверное, все, что я хотела вам рассказать про мои маленькие продвижения, про мои готовые работы, про мои неудачи, но это тоже опыт, который нас учит. Я всегда говорю, что надо быть более внимательным, но сама вот эту пословицу, что 7 раз отмерь, 1 отрежь, не применила на практике при вязании платья, потому что хотелось быстрее, быстрее, быстрее. Ну вот, поспешишь, людей насмешишь. Рассказала вам о моем подарочке, таком замечательном. Ссылку на девочку я оставлю для тех, кто из Беларуси. Я думаю, она может вам пригодиться. Там у нее куча всяких еще разных деревяшек. Ну вот и все, в принципе, что я хотела вязать. Так, пойду выключу ужин. Приступлю вязать дальше мое платье. Так что пока-пока. Всем удачи. Спасибо, что посмотрели мое видео. Те, кто не смотрел мои видео раньше, не был подписан на мой канал, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, и тогда YouTube совершит чудо. Он сам пришлет вам уведомление о том, что на моем канале вышло новое видео, и вам не придется их искать в вашей многокилометровой ленте подписок. Также пишите мне комментарии внизу под видео, нажимайте на лайки, ну и дизлайки тоже можете нажимать. Только, пожалуйста, аргументируйте, почему вы поставили мне дизлайк. Ну вот и все. Все, что я хотела рассказать. Я, конечно, постараюсь снимать видео почаще, но пока вот эта зима у меня какая-то
хандра зимняя. Ну, я уже думаю, что весна близко, и желание выйти из спячки у меня проснется очень скоро. Так что пойду вязать потихонечку. Пока-пока-пока, а я пошла вязать.